Жители могли пожертвовать любую сумму, вложив в специальные урны, так и через СМС-сообщения. По последним данным, благодаря неравнодушному народу республики удалось собрать 8 миллионов 297 тысяч 856 рублей. Все эти деньги направлены на специальный счет Госкомобеспечения республики, где до марафона НВК «Саха» лежали порядка 5 миллионов рублей. Теперь миллионов уже более 13. Итоги подводит наш корреспондент Саргалана Федорова. Всем миром решено было помочь тем, кто пострадал от паводка в этом году. От стихии пострадало более 50 населенных пунктов. И сегодня в зоне потопления еще находятся 7 поселков. Тысячи якутян остались без крыши над головой и лишились имущества. Именно для них сегодня республика собрала средства. Каждый желающий помогает пострадавшим по мере своих сил и возможностей. На площади Ленина установили урну для сбора средств. Средства направят на восстановление жилья, объектов инфраструктуры и оказание адресной помощи в районах, пострадавших от паводка. С миру по нитке важна каждая копейка. Жительница Якутска Людмила Иванова глубоко переживает за тех, кто пострадал от паводка. Сегодня в свой день рождения специально сняла с книжки пенсию и приехала сюда. Сама с горного района, но считаю долгом помочь своим землякам. Я просто увидел нужду и все, и пожертвовал. Внесла свою лепту 500 рублей. Думаю, хоть немного-то поможет. Надеюсь, что у них дух крепкий и выдержит все невзгоды. Также средства можно перечислить на единый расчетный счет Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики. В течение дня прошли прямые включения из улусов, затронутых стихией. Зрители узнали о масштабах бедствия и ходе восстановительных работ. Мне было довольно-таки страшно, да. Мы во время эвакуации в другую часть Ильдикана все-таки волновались за то, что нашего дома уже не будет. Мы приедем просто, у нас земля, руины. Когда ты понимаешь, что остался твой только двухэтажка, которая осталась сухая, и пролетает вертолет, ему некуда сесть, ты понимаешь, что это конец, тогда очень страшно, когда на тебя двигаются льдины. Страшно было, когда пошли льды. Было страшно за детей, которые остались, были при мне в школе, когда в школьный двор, когда никогда не заходила вода, пошла вода, было страшно. Также студию телемарафона посетили гости, известные персоны, представители общественности, министерств и ведомств. Сегодня каждый, вне зависимости от места проживания, мог оказать посильную помощь путем СМС-связи. Прием сообщений завершился в 20:00. Саргалана Федорова, Владимир Павлов, Якутск.